МИД Абхазии выяснил, что не все международные организации, работающие в Абхазии, до конца рассказывают о том, зачем тратят большие финансовые средства на осуществление различных проектов в нашей республике. По мнению министра Инала Ардзинба, МНПО представляют МИДу размытые данные о том, чем намерены заниматься на территории Абхазии. Некоторое время назад в МИД Абхазии поступила анкета проекта программы развития ООН, это UNDP. Проект называется «Партнерство для устойчивости». Донором данного проекта выступает организация USAID. USAID – это агентство США по международному развитию, это официальный центральный орган власти Соединенных Штатов Америки, подведомственным Государственному департаменту США. Бюджет этого проекта составляет $8 миллионов Соединенных Штатов Америки, то есть весьма существенная сумма. Хочу обратить внимание ваши, уважаемые коллеги, и наших сограждан, что в этой анкете были указаны предельно размытые формулировки целей и задач этого проекта. Такие цели и задачи, как возросшая общественная поддержка в достижении стабильности и долгосрочного мира, возросшие возможности молодежи вследствие получения бизнес-образования, и как следствие повышенный спрос на производство и торговлю, повышенный потенциал молодежи для использования международных или уникальных возможностей. То есть это весьма размытая, неконкретная информация. Проект, тем не менее, как рассказывает Ардзинба, согласовали, но потом выяснилось, что он подразумевает общение абхазской и грузинской сторон, что, по мнению министра, недопустимо. Мы, как Министерство иностранных дел Абхазии, согласовали данный проект при условии, что его реализация будет соответствовать законодательству нашей страны, не будет представлять угрозы национальной безопасности. При этом в ходе практической реализации этого проекта были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн, офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии. Инал Ардзинба раскрыл настоящие намерения проекта. Цели работы в Абхазии USAID обозначены на официальном сайте организации. Инал Ардзинба зачитал перевод из открытых источников. Уважаемые друзья, я хочу вам процитировать официальный текст, который опубликован на сайте Агентства США по международному развитию. И этот текст касается конкретно проекта «Партнерство для устойчивости», который реализуется на территории нашей с вами Родины. Программа USAID «Партнерство для устойчивости» является флагманской инициативой, направленной на решение ключевой проблемы в Грузии. Создание широких возможностей для взаимодействия между людьми, живущими по разные стороны административной линии, отделяющей Абхазию от остальной части Грузии. В партнерстве с USAID ПРООН оказывает критическую важную помощь оккупированной Россией Абхазии, включая экстренную помощь для спасения жизней и для борьбы с COVID-19 и уделяет особое внимание развитию трансграничных связей, особенно экономических связей. USAID создал программу совместно с местными неправительственными организациями, имеются в виду наши абхазские местные, партнерами правительства Грузии и организациями ООН, имеющими подтвержденный опыт и доступ в оккупированной Россией Абхазию. Итоговая программа реализуется ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и структурой ООН «Женщины» для содействия прочным социальным, профессиональным и экономическим связям между отдельными людьми и сообществами по обе стороны административной границы. Созданные связи будут противодействовать пагубному влиянию Кремля и улучшат перспективы мирного примирения. Инал Ардзинба сообщил, что уже готовится указ президента, который внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии. Хочу проинформировать о том, что готовится указ главы государства, который определит некоторые новые подходы к взаимодействию с МНПО и агентствами ООН. Этот комплекс мер направлен на обеспечение прозрачной их деятельности. И, разумеется, защиту нашего суверенитета и национальной безопасности. Министр не уточнил, что именно изменится во взаимоотношениях с международными организациями, но призвал на помощь экспертов, представителей органов власти и научных деятелей дружественных Абхазии стран. Представитель Абхазии в Приднестровье рассказал о том, как построено там взаимодействие некоммерческих организаций с государством. В Приднестровской Молдавской Республике деятельность некоммерческих организаций опирается на широкую нормативно-правовую базу, в которой есть запрет на занятие политической деятельностью. Для НКО, получающих внешнее финансирование, отсутствует понятие «иностранный агент», но зато есть подробное толкование термина «политическая деятельность».
На начало 2023 года в Госреестре юридических лиц Приднестровья значилось 2400 НКО. Из них, по экспертным оценкам, только около 400 осуществляют практическую деятельность. С государственными структурами эти организации взаимодействуют в рамках консультативного совета при правительстве ПМР. Как рассказал Ватаман, в Приднестровье местные некоммерческие организации имеют право на получение президентских грантов для реализации своих программ. С 2021 года Приднестровские НКО участвуют в конкурсе на получение президентских грантов для реализации общественно полезных проектов. Ежегодно в бюджете ПМР на эти цели предусмотрено в эквиваленте до $180 тысяч США. Также представители Никарагуа, Южной Осетии, Сирии и Армении рассказывали, каким образом международные организации вмешиваются во внутреннюю политику государства, поддерживая, например, оппозицию. Кроме того, по словам министра, в руководстве международных организаций становятся люди, продемонстрировавшие работу на украинском направлении. Совсем недавно был назначен новый координатор на Кавказе со стороны этой организации USAID. Этого человека зовут Джон Пеннелл. Ранее Джон Пеннелл курировал со стороны USAID такие направления, как Украина, Беларусь. По информации наших коллег, в том числе из Российской Федерации, через механизмы USAID продолжается финансирование фактически вооруженных сил Украины. При этом наши соотечественники погибают в рамках специальной военной операции, и при этом Агентство США по международному развитию пытается финансировать те или иные проекты на территории Республики Абхазия. Разумеется, это не соответствует нашим национальным интересам, это угрожает нашим национальным интересам. И еще раз хочу отметить, что в самое ближайшее время мы обнародуем новый комплекс мер, который определит наше взаимодействие с отдельными международными структурами. История работы международных организаций в Абхазии начинается еще с 1993 года. Они согласованно работали с руководящими составами МИД Абхазии. Публичного противостояния между МНПО и внешнеполитическим ведомством не было до 2022 года, хотя задачи, цели и способы реализации программ не менялись ни до, ни после. Но все может изменить указ президента, который проанонсировал министр иностранных дел Инал Ардзинба. Марианна Котова, Абаза ТВ.